Первая помощь при различных травмах. Иногда первая доврачебная помощь может спасти жизнь или значительно облегчить страдания пострадавшего при различных травмах и внезапных заболеваниях. Срочные меры помогают не допустить такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов. Рассмотрим наиболее частые виды травм и первую помощь. Перед началом оказания первой помощи убедитесь в безопасности окружающей обстановки. Для этого необходимо быстро и объективно оценить место происшествия в плане возможных рисков как для человека, оказывающего первую помощь, так и для пострадавшего. Для начала старайтесь не суетиться. Поспешите вызвать скорую медицинскую помощь 103 или другие специальные службы, как, например, 112. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии или коме, из которой пациента невозможно вывести или пробудить, нужно немедленно обеспечить поддержку жизненно важных функций. Первые действия при этом будут такими. Встряхните осторожно за плечо и окликните. Обратитесь к пострадавшему «Вы меня слышите?». Далее нужно освободить дыхательные пути. Для этого запрокиньте голову человека, поднимите подбородок, если у пострадавшего нет травмы. Важным фактором при этом является дыхание. Проверьте качество и частоту дыхания. Обнажите пострадавшему грудь и произведите осмотр грудной клетки. Также проверьте пульс, его наличие, частоту, напряжение. Проверить цвет, температуру и влажность кожи. Возможно, человек травмирован, и какая-то из ран кровоточит. В этом случае необходимо контролировать наружное кровотечение. В зависимости от того, куда изливается кровь, различают кровотечение наружное и внутреннее. Наружные, в свою очередь, бывают капиллярными. Оно возникает при поверхностных ранах. Кровь из раны вытекает по каплям. Венозными. Оно возникает при более глубоких ранах, как, например, резаных, колотых. При этом в виде кровотечения наблюдается обильное вытекание крови темно-красного цвета. Артериальными оно возникает при глубоких рубленых, колотых ранах. Артериальная кровь ярко-красного цвета бьет струей из поврежденных артерий, в которых она находится под большим давлением. Исходя из вида кровотечения, существуют следующие способы остановки крови. При венозном кровотечении наложить давящую повязку. При артериальном кровотечении пережать артерию, наложить жгут. Его нужно накладывать быстро и лучше всего на одежду, а снимать медленно, постепенно. Наложение жгута обязательно сопроводить запиской, в которой пишем дату и время наложения жгута. Зимой допустимо оставлять жгут на 30 минут, летом на 45 минут. Потом надо ослабить его на 5-10 минут и наложить вновь, но чуть выше предыдущего места. Если у пострадавшего перелом, то нужно определить его тип. Переломы делятся на открытые и закрытые. Открытый перелом более опасен, чем закрытый, потому что может проникнуть инфекция. Первая помощь при переломах будет такой. Если нет специального оборудования для фиксации конечности, то сломанную руку следует закрепить вокруг тела, а если сломана нога, то можно связать обе ноги вместе. При больших болевых симптомах дать обезболивающие средства и в определенных количествах. Если у пострадавшего вывих суставов, то есть нарушение суставных поверхностей костей и иногда целостности суставной капсулы, то есть, скорее всего, симптомы будут таковы: сильная боль в пораженном суставе, нарушение функции суставов. Первая помощь при вывихе такова. Зафиксируйте поврежденную конечность косынкой, шиной, то есть обездвижьте. Приложите холод на область поражения. Помните, правление суставных концов производится только врачом. Бывает так, что человек получил травму или повреждение электрическим током. Это может вызвать остановку сердца или остановку дыхания у пострадавшего. Для того, чтобы оказать первую помощь, нужно сначала обеспечить свою безопасность. Наденьте сухие перчатки – шерстяные, кожаные, резиновые и резиновые сапоги, галоши или же положите под ноги изолирующий материал – доску, коврик. По возможности отключите источник тока. При подходе к пострадавшему по земле идите мелкими, не более 10 сантиметров, шагами. Сбросьте с пострадавшего провод с сухим токопроводящим предметом – палка, пластик.
Оттащите пострадавшего за одежду не менее чем в радиусе 10 метров от места касания земли. Электрическим проводом можно попасть под шаговое напряжение. Передвигаться в зоне шагового напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах, либо гусиным шагом. Пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Наложите сухие асептические повязки на участки электроожогов. Вызовите скорую помощь 103 или службу 112 МЧС Кыргызской Республики. Определите наличие пульса на сонной артерии, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. При отсутствии признаков жизни проведите сердечно-легочную реанимацию. Для предупреждения шока дайте понюхать нашатырный спирт. Предложите таблетку валидола. Если пострадавший пришел в сознание, укройте и согрейте его. Следите за его состоянием до прибытия медицинского персонала. Может наступить повторная остановка сердца. Поговорим о травмах, связанных с растяжением мышц. Очень часто это происходит из-за интенсивной физической нагрузки, непропорциональной вашим возможностям. В качестве первой помощи нужно обеспечить безопасность пострадавшему, позаботиться о пораженной части тела. Если пострадавший переохладился и у него дрожь, мышечный тремор, потеря речи и апатия, головокружение и галлюцинации, расстройство поведения, синяки или бледность губ, низкая температура тела, то первая помощь может быть таковой. Пострадавшего нужно поместить в теплое помещение, снять с него промерзшую одежду и обувь и согреть, желательно в ванне с теплой водой, которую нужно доводить до температуры тела 37 градусов постепенно в течение 15 минут. После принятия ванны растереть тело водкой до появления чувствительности кожи. Хорошо укутать пострадавшего и для улучшения кровообращения и восполнения в организме тепла дать выпить горячего питья – чая, молока, киселя или морса, но не кофе и не алкоголь, способствующих резкому расширению кровеносных сосудов, что чревато их разрывами, внутренними кровоизлияниями и нарушениями работы сердца. Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной специализированной медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не должны пытаться лечить пострадавшего. Это дело врача-специалиста. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам при их прибытии и сообщить необходимую информацию. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики напоминает, если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, единый номер для вызова всех экстренных служб 112 бесплатно.